Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что ждет вас на будущей неделе? Что по судьбе? Чем порадует вас следующие 7 дней. Для тех, кто делает со мной обряд, в конце видео расскажу, что нужно будет сделать. Итак, мои хорошие, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что ждет меня на будущей неделе. Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чудесно. Давно у нас не было такого прекрасного знака. Смотрите, орел, который устремился вверх, в высоту, в небеса. Это очень сильная неделя идет, невероятно сильная. Ждите неожиданностей, ждите того, что все события будут развиваться просто невероятно стремительно, молниеносно, и будет результат. Ждите результатов. Результаты будут молниеносными и очень громкими. Здесь не просто так вам выпала такая прекрасная птичка. Так, мои хорошие, давайте начнем с того, что на этой неделе вот вышел всадник. Смотрите, видите? Такой маленький, правда, но тем не менее. Вот она, лошадка, а вот человек на ней горцует, да? То есть галопом мчится эта лошадка. Это человек, который неожиданно появится на вашем пороге с какими-то сообщениями, известиями, с информацией, с предложениями. Возможно, вот как-то неожиданный гость, да, вот просто как появится на вашем пороге. Вы не ждете этого человека, но он, пожалуйста, к вам прискачет. С чем идет этот человек? С отменой идет. Есть у вас какие-то мысли, какие-то планы, что-то вы хотели делать, либо чем-то вы хотели заниматься, либо на что-то вы делаете упор. Этот человек появляется для того, чтобы вас от этого отговорить. То дело, на которое вы хотели бросить все свои усилия, все свои мысли, все свои действия, оно того не стоит. У вас на самом деле, мои хорошие, есть более важные дела и более важные обстоятельства на жизненном пути. Вы понимаете, вам этот всадник, он идет как вестник небес, идет он специально для того, чтобы вас в нужный момент, скажем так, одернуть и повернуть в сторону того, чем нужно конкретно именно сейчас вам заниматься. Не пугайтесь, что ваши планы будут корректироваться. Это не разрушение планов, это такая, знаете, корректировка. Корректировка, может быть, что-то вы действительно отложите, получив информацию, коей вам не хватало, что-то вы пересмотрите, а возможно, вы подойдете к той ситуации или к делу совершенно под другим углом. Вот прям с самого начала недели человек врывается в вашу жизнь с информацией очень важной, стратегически важной, и человек вносит корректировки. Это на самом деле здорово. Здорово, когда вам могут подсказать, когда вас могут предупредить, когда вас одернут. Да, вот одна нога над пропастью вас отдергивает, говорит, нет, не ходи туда, там плохо, там ничего хорошего не будет. Давай-ка пойдем с другой стороны, да, либо обойдем эту ситуацию. Так что вот, пожалуйста, вестник, он скачет во весь опор, галопом скачет именно к вам для того, чтобы вас в чем-то уберечь, предупредить, либо подсказать. Дальше, мои хорошие. Информация будет на этой неделе, информация будет касаться ваших близких, родственники, дети, мужья, жены, бабушки, дедушки, мамы, папы, да, вот все наше вот именно кровное окружение. Будут приходить какие-то либо связанные с ними весточки, либо
относительно, да, ваших родственников будут какие-то вот известия приходить. То есть это может быть что угодно, да, начиная от того, что придет письмо от мамы, заканчивая тем, что придут документы, там, например, там, анализы, да, либо могут прийти какие-то пособия, либо какие-то предложения, поучаствовать в какой-то программе, получить какую-то помощь. То есть это то, что помогает, это то, что необходимо человеку, ну, для того, чтобы более-менее себя хорошо чувствовать. Так, это не будет прям скопом. Это будет, знаете, как сначала вы что-то узнаете. Ну, например, вы узнаете, что можно подать на какие-то субсидии, льготы. Либо вы узнаете, что можно там пойти сделать чекап по здоровью, да, и вы этим занимаетесь, вы это контролируете, потому что к вам идет информация, вы управляете этой информацией, вы даете разнарядку, кому куда пойти, какие там документы, либо где, в какую очередь встать и прочее, прочее. То есть будете управлять, ну даже не управлять, наверное, правильно, как сказать, руководить процессом, связанным с вашей семьей, с вашими родственниками. Дети то же самое, да, куда пойти там на дополнительный курс, либо подготовка, может быть, к каким-то экзаменам, поступление, прочее, прочее. Вы, как ответственный человек, неравнодушный человек, будете рассуждать, вы будете планировать, причем очень масштабно, да, вот за жизнь ваших родственников, за их будущее. Это замечательно. Это ваше дело. Я знаю, что у многих от этого голова болит и там зубы начинают стучать, но поверьте, если вы этого не сделаете, ну, во-первых, вы не будете спокойны, а во-вторых, вы реально подведете своих близких, потому что они на вас надеются. И даже если они с вами где-то там не согласны, спорят, бодаются, все равно в глубине души каждый из них надеется на то, что вы возьмете ситуацию в свои руки, все разрулите, по полочкам расставите, вот, и все получится, все будет замечательно. Так, мои хорошие, здесь у меня вышел человек с ружьем. Он хоть и маленький, но он вышел. Люди с ружьем – это те, кто как-то неожиданно, да, неожиданно что-то делают. Это может быть действительно человек, который вас чем-то там ошарашит, огорошит, какое-то сделает действие. Либо, да, вплоть до того, что вы, например, автолюбитель, вы едете, и вас там останавливают дорожно-постовая служба, начинает там какую-то очень тщательную проверку. То есть неожиданное действие идет от человека. Почему ружье? Ну, потому что вам будет неприятно, для вас это действительно как выстрел прозвучит. Ну, я, конечно, не могу вас здесь прям так на 100% утешить, что вы прям без всяких последствий. Ну, будьте аккуратнее, потому что в самом тоже начале недели у вас вышел этот человек. Он с левой стороны. То есть левая сторона – это то, что нас предупреждает. Будьте поаккуратнее, берите с собой все документы, будьте более, скажем так, адекватны и менее восприимчивы, когда кто-то что-то на ваших глазах либо в вашем присутствии делает. Здесь очень важно сохранить самообладание и, ну, такое, знаете, холоднокровие. Да, ну, в принципе, нормально. Избежать эту ситуацию, я думаю, вам не удастся. Не у всех она отыграется, но у кого отыграется, знаете, что этот человечек просто вас, ну, напугает, да, напугает и дальше пойдет других пугать. Вот, это как встряска такая небольшая у вас происходит. Дальше, мои хорошие, здесь у меня перевернутая ступня вышла. Перевернутая ступня прямо в центре предупреждает о травмах ног. Это, не дай бог, конечно, я запечатаю этот песок после окончания отсыпки, но тем не менее берегите свои ноги. Это может быть как действительно травма, вывих, ушиб, не дай бог, перелом. И также могут быть проблемы с новой обувью. Очень часто у меня отыгрывается, когда девочки, мальчики, неважно, вот одевают новую обувь, думают: ой, классная новая обувь, все комфортная, прекрасная, походил весь день, ноги гудят, там и мозоли, и натоптыши, и всякая такая ужасная штука, которая, ну, реально очень сильно отражается и на здоровье, и на самочувствии, и прочее, прочее. Если вы одели новую обувь, даже если вы в ней выходили, там, ну, буквально там в соседний магазин, и при этом вы надеваете, идете на работу, понимаете, что целый день вы будете на ногах,
возьмите сменку, не поленитесь, возьмите сменку, либо подготовьтесь, лейкопластырь, не знаю, чем вы пользуетесь. Потому что здесь по перевернутой ступне, здесь, ну, явно, вот прям вас предупреждают, пожалуйста, береги свои ноги. И неважно, это будет, уже сказала, да, ушиб, либо это будет новая обувь, которая вам может навредить. Если вы деткам своим новую обувь одели, либо супруг ваш, супруга одели новую обувь, дайте совет, дайте лейкопластырь и попросите, чтобы взяли сменку на всякий случай. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь у вас мостик, но мостик, который, к сожалению, рухнул, мостик рухнул. Здесь не получится договориться, либо человек, который вам что-то пообещал, скорее всего, не выполнит, либо в какой-то прям последний момент, да, может вас подвести. По какой причине? Но здесь человечек, он скорее по ленности своей. Здесь нет адекватных, объективных причин, почему человек не выполняет. Больше похоже на лень, либо такое, знаете, безалаберное отношение. Человечек похож на такого ленивца, да, который обрушает этот мостик. То есть вместо того, чтобы поддержать этот мост, по которому бы, например, дело перешло, он, наоборот, его не может удержать, и мостик рухнул. Поэтому, если вы на кого-то понадеялись, кто-то вам что-то пообещал, бьет себя кулаком в грудь и говорит: все, мамой клянусь, все сделаю, придумайте запасной вариант. Вот прям сядьте прямо сейчас после этой отсыпки и подумайте. Вот если этот человек меня подведет, что мне делать, либо как мне можно будет выкрутиться, выйти из этой ситуации. Запасной вариант, он не помешает. Если человек выполнит, ну тогда это не ваше, да, было предсказание, вам повезло, все замечательно. А вдруг пойдет что-то не так? У вас запасной вариант, вы им воспользуетесь и как бы останетесь со своим интересом, а не потеряете то, что вы, например, планировали и думали. Дальше, мои хорошие, здесь идут какие-то разговоры, либо, знаете, как либо вам будут рассказывать, либо вас будут привлекать в ситуацию в качестве, например, там, третейского судьи, либо помощника. Здесь у меня пара, у которой серп между ними. Мужчина и женщина, они, ну, либо расстаются, либо они поругались. Вы как-то связаны с этими людьми. Может быть, вы подруга, может быть, вы родственница. В любом случае, вас будут пытаться привлечь в эту ситуацию, разделить с вами все эти тревоги, переживания. Кто-то будет упрашивать, чтобы вы содействовали в примирении, а кто-то, наоборот, ну, скажем так, будет просить помощи, например, так, чтобы уже больше эта пара не соединилась, да, то есть защита даже, возможно, будет у вас просить. Что я хочу вам сказать? Это все должно пройти мимо вас. Почему? Эти люди, они постоянно то ссорятся, то мирятся. Это какой-то такой вид отношений, да, на грани, когда они без этих эмоций, без постоянных там криков, скандалов и прочего, они жить не могут. Вот. Там обои-ребоя, там даже, знаете, как... Даже смотреть не надо. То есть люди одинаковые. Это нагнетение, это желание вот этих острых, прям таких пиковых эмоций. Да, они их не получают в повседневной жизни, поэтому они там занимаются пикировкой постоянной, друг друга там, да, изводят. Это нормально. Не участвуйте в этом деле. Вы останетесь крайним. Они примирятся, потом на вас будут смотреть косо и говорить: так это ты вмешалась, так это из-за тебя у нас такие проблемы и прочее. И вы будете стоять, таким чувствовать себя оплеванным человеком и, ну, не понимать, да, вот реально не понимать, что произошло. Я ведь старалась помочь, я старался помочь. Люди сами ко мне пришли, я не напрашивалась, почему же я теперь виноват либо виновата. Если кто-то в вашем окружении ругается, бодается, это им, понимаете, ну, это естественное их состояние, да, поругаться, помириться. А что вы можете сделать? Сказать: ой, как плохо, что ж я могу поделать, у меня там дела, извините, до свидания. Все. Вроде как бы и не вмешались, да, и как-то культурненько послали. Я вас уверяю, они в тот же день, понимаете, в тот же день без вашего участия они помирятся. И вы еще об этом узнаете, у виска покрутите, скажете: ну, вообще дурное. Друг друга они стоят. Два сапога пара.
Так что даже не думать. Услышали, скажите: ой, ладно, мне сейчас некогда, у меня свои дела, Бог вам в помощь, все, сами разберутся. Дальше, мои хорошие, здесь у меня выходит какой-то очень неприятный человек, обманщик, который держит в руках Луну. Обычно такие люди, они, ну, такие первостатейные манипуляторы, люди, которые могут выдавать себя не за тех, кем они являются. Вот к вам будет подкрадываться этот человек, либо вы узнаете информацию о таком человеке. Допустим, пример, да, приходите вы на работу, и там одна из ваших коллег, либо один из ваших коллег начинает там с каким-то упоением рассказывать о чудо там докторе, либо о чудо каком-нибудь там специалисте, да, и говорят, что ой, боже, там чудеса творит, и то, и то, и то, пятое, десятое делает. Правда, денег много берет за свои услуги, но тем не менее, оно того стоит. И вот слушатели, да, они все вот прямо ротики открыли, глазки вот так прям лупают, да, и всем очень хочется с таким чудо-человеком повстречаться. Я вам сразу говорю, это все чушь, это все мошенничество и обман. Не станьте жертвой, не станьте, потому что вам тоже очень может захотеться с таким чудо-человечком повстречаться и получить от этого человека, не знаю, там подсказку, помощь, там, лечение, да, неважно, с чем это связано. Важно то, чем больше вам захочется, либо чем больше вы будете там под впечатлением, таким вот прям шоковым впечатлением, боже, такое бывает, сразу перестраивайте свои мысли, понимаете, что здесь что-то не так, это нечисто. Это человек-мошенник, либо та информация, которую вам предоставят, она будет неверной, некорректной и ложной. Вот. Почему я об этом говорю? Здесь есть риск совершить какую-то оплату. То есть там вам, например, озвучат: ой, чудо-человек, у него там такая очередь, но есть окошко, да, но стоит это каких-то там, ну, таких достаточно серьезных денег. И нужно решать здесь и сейчас. Иначе потом там нужно будет ждать годами. Вот, и вы рискуете внести оплату, тем самым потерять свои деньги. И консультацию не получите, либо получите какой-то просто театр абсурда. Либо, ну, понимаете, тут потеря из-за обмана. Обман, понимаете, мишура. Все это не настоящая, фикция. Вот, будьте бдительны. Я знаю, что мошенники, они очень такие хорошие психологи, они умеют вот это напустить там этого дыма, всяких там блесочек накидать. И, знаете, вот эта паника, либо какое-то всеобщее там возбуждение, когда говорят: о, такие чудеса и прочее, прочее. Будьте поаккуратнее. Вот у вас прям этот человек напрашивается. И предупредите своих близких, особенно пожилых людей, чтобы они поменьше такого слушали и в такое верили. Так, давайте к правой стороне обратимся. На правой стороне у нас, смотрите, 2 дельфина. Вообще замечательно. Вернее, 1 дельфин и 1 русалка, либо русал. Не знаю, тут пол не определился, но видите, да, фигурка человека с раскрытыми руками и с рыбьим хвостиком. Но здесь четко видно, что у нас дельфинчик вышел. Но это романтика. Это романтика, это может быть как и знакомство очень приятное, романтичное. Вот знаете, когда люди с первого взгляда друг другу симпатичные, тянет, да, вот сразу появляется вот эта влюбленность, да, вот эта окрыленность. Вот, что хочу сказать, будьте поаккуратней. Не все то золото, что блестит. Да, вышло в правой стороне. Да, это хороший знак, но русалки никогда не имеют положительного значения. Русалки всегда говорят о том, что это больше как сказка. Да, человек может там сам себе чего-то там додумать, наделить другого какими-то несуществующими качествами. Будьте поаккуратней. Здесь, конечно, хочется всем любви, и, конечно, любовь — это замечательно, влюбленность — это замечательно, но старайтесь адекватно воспринимать того человека, с кем вы, например, познакомитесь. Здесь явно что-то не так, да, либо человек не свободный будет, может быть, вы не свободны, да, может быть, в принципе, да, какие-то нету точек, да, соприкосновения с этим человеком. Будьте поаккуратней. И прежде чем вот так в омут с головой любви и страсти, постарайтесь о своем партнере
будь то мужчина, женщина, неважно, да, больше информации получить. Потому что человечек действительно может выдавать себя не за того, кем является на самом деле. Так, но при этом очень такой деятельный человек, прям окружит вас и заботой, и лаской, и любовью, каким-то повышенным вниманием, обожанием, там, комплиментами и прочее, прочее. Я говорю это в общем. Если вы мужчина и смотрите меня, поверьте, женщины могут не менее ярко ухаживать за мужчинами. Почему-то все привыкли, что именно мужчина должен ухаживать за женщинами. Не, есть такие женщины, которые в этом деле любому мужчине дадут фору. Поэтому, мужчинки, тоже будьте поаккуратней. Прям, знаете, как... Не бойтесь задавать прямых вопросов. Не бойтесь, что вы обидите этого человека. Если человек честный и порядочный, никаких проблем, да, не возникнет с тем, чтобы объяснить, либо честно ответить на ваш вопрос. А если человек начинает там юлить, хитрить, увиливать, вот вам тревожный звоночек, который ни в коем случае не стоит избегать. Так, мои хорошие, здесь еще может быть одно значение, и касается оно именно отношений в паре. Здесь два человека очень сильно стараются притянуть то, что на самом деле не притягивается. То есть люди могут, пытаясь добиться своих каких-то целей, но немножечко хитрить в отношениях, какие-то уступки делать, да, я уступлю в малом, чтобы забрать больше и прочее, прочее. Причем это как-то идет обоюдно. И если вы понимаете, что это ваша история и что вы чувствуете фальшь от вашего партнера, либо сами пытаетесь таким образом получить желаемое, я вам скажу так, это путь в никуда. Почему? Потому что человек все должен делать осознанно, по своему желанию. А когда оба играют то, чего нет, ну, поверьте, такие игры, они достаточно короткого действия, да, акты короткого действия. Ну, и потом все возвращаются разочарованные на круги своя. Поэтому, мои хорошие, это не лучший путь, и это не лучший вариант. Там, юлить, лебезить и подстраиваться, ну, поверьте, ну, под что вы подстраиваетесь? Под то, чего вы не чувствуете, либо то, что вы не принимаете, насколько вас хватит? Насколько хватит вашего партнера? Ну, там, день-два максимум. А дальше мы возвращаемся к истокам. И понеслась, поехала. А здесь лучше честно поговорить с друг другом, договориться, объяснить. Может быть, нужно как-то аргументировать ваше желание, либо ваше предложение. Вот, выслушать вашего партнера и уже как-то обоюдно договориться. Не надо вот этого лишнего. Не нужно мыльных пузырей. Никогда мыльные пузыри ничем хорошим не заканчивались. Оба разочаровываются и оба потом себя чувствуют преданными и обиженными. Старайтесь избегать, старайтесь. Всегда можно договориться, всегда. Даже, знаете, хотела привести пример, сейчас поняла, что не очень хороший пример. Со всеми можно договориться, со всеми, и с людьми, и с животными, понимаете? Можно договариваться, и нужно искать те слова, те подходы, которые позволят это сделать. Так, идем дальше. Выходит у нас работа. На работе у нас тут дележка за ресурсы пошла. Вот он, рог изобилия. И здесь два человека прям дерутся за ресурсы. Кто из них что получает, кто из них главный. Но здесь, знаете, вот в классике, да, кто-то попытается воспользоваться вашим трудом, либо присвоить себе ваши результаты, либо, знаете, как по должным образом не оплатить вашу работу. Вот. Здесь нужно будет немножечко за себя постоять. У вас, я вижу, есть какой-то козырь. У каждого он будет свой, да, вот чем вы можете прям добить своего оппонента. Не стесняйтесь, пожалуйста, пользуйтесь. Получится. Если промолчите, в очередной раз дырку от бублика, да. А если вы за себя постоите, если вы вот этим козырем, да, накроете, выйдете в победителя, что-то тут по-другому и не скажешь. Это касается всех. Тех, кто работает сам на себя, у кого и бизнес свой, у кого
работа, да, на предприятии, то есть у вас есть начальник. Здесь очень важно за себя постоять. Здесь очень важно не молчать. Молчишь, значит, твое место, оно прям крайнее, да, с конца. Если ты активный человек, если ты громкий человек, если ты умеешь работать локтями, пожалуйста, все преференции, все бонусы и все лавры, они твои. То есть по-другому здесь не получается. Хотите что-то получить, добиться, тогда будьте активны, даже гиперактивны. В этом кроется залог вашего успеха. Так, еще мне не очень нравится, что кто-то пытается... Вот именно с работой связано, да, кто-то пытается на вас воздействовать, кто-то пытается вас либо накрутить на что-то, либо отговорить от чего-то. Он такой невзрачный человек, будет к вам приходить и говорит: боже, я так за тебя переживаю, вот такая информация, либо какие-то там данные у меня есть, и будет вам что-то рассказывать. Не совсем будет понятно, с какой целью этот человек это делает. Вот. Но цель тут лично для меня ясна. Это вас, скажем так, сдержать. Да? Сдержать до поры до времени. Возможно, человечек на кого-то работает. Да? Там конкуренты заслали. Либо кто-нибудь там из соперников постарался, чтобы вас немножечко так утихомирить, чтобы вы не были настолько вот человеком ярким и динамичным. То есть будет какой-то тут шептун приходить и на ухо садиться. Ну, будьте поаккуратнее, гоните подальше. Вот. Если вот даже вот прям у вас такое чувство будет, ну а с чего этот человек вдруг ко мне подошел? -то? Никогда не подходил, никогда таких речей не вел, а тут на тебе. Пришел прямо и начинает мне что-то рассказывать. Явно какой-то засланный человек идет. Так, мои хорошие, что еще? Ну, тут у меня козлик вышел. Вот смотрите, видите, какой козлик с рогами. Вот, но он маленький, какой-то упрямый козлик. Ну, у кого-то это любимый человек, у кого-то это ребенок может отыграться. Ну, не взрослый человек, вот, не старше, чем вы. Вот вышел козлик такой. Вот. Козлик куда-то направился, либо желает куда-то направиться. Где-то он какую-то морковку увидал, да, его туда тянет, либо капусту. Ну, что там козлики любят. Будет вести себя противно, сразу предупреждаю. Есть какой-то мед, который его тянет. Может быть, там вовсе и не мед, а деготь. Но, тем не менее, упрется козлик рожками и будет себя вести по-козлячьи. Значит, мои хорошие, здесь рекомендую поставить какой-то жесткий запрет, либо какой-то жесткий ультиматум. Вам главное выиграть время. Вот этот морковка, не знаю, что это, но что-то его манит, да, что-то его привлекает. На самом деле не то, чем является. Ваш козлик, скажем так, почешет свою репку и поймет: ага, меня хотели обмануть, ага, значит, она права, либо он прав, вот, а я бы вот пошла, либо пошел и поступил бы так, и обжегся бы, да, пострадал, какие-то потери понес. То есть, понимаете, 2 дня противостояния обернутся, во-первых, спасением для вашего этого упрямого козлика, а во-вторых, козлик больше начнет вам доверять, больше начнет к вам прислушиваться и, конечно же, опираться на ваши советы. Здесь вот надо пободаться, и тут я прям рекомендую. Ребенок, да, куда-то собирается и говорит: мама, там будет такое мероприятие, там все дети приличные, там либо да, что-то будет, там все хорошее, там, я же тоже там типа взрослый и прочее, вот я хочу. А вы ему: нет, сынок, да, либо нет, доченька, не надо, ничего там хорошего нет, знаем мы все эти там ваши вписки и прочее, будь дома. Вот, произойдет там какая-то нехорошая история, ваш ребенок посмотрит и скажет: ой, мам, как ты была права, вот если бы я там был, сколько бы неприятностей, сколько там чего-то плохого бы произошло со мной. Либо муж тоже, да, может сказать: ой, мы там с друзьями пойдем пиво попьем, да, либо там на футбол, либо еще на куда-нибудь пойдем с друзьями, там только друзья. Вот. А вы ему скажете: нет, а мне нужна твоя помощь, там шторы надо постирать, либо еще что-нибудь надо сделать дома, на дачу надо ехать. Не пустите. Там что-то плохое случится в той компании, муж ваш так посидит, подумает, скажет: о, вот, а если бы я там был?
Это ж такой ужас, да, это ж какие неприятности. О, как правильно, что я послушал свою жену, как правильно, что она меня не отпустила. Вот, и еще, знаете, как прям будет в следующий раз прислушиваться, уже таких проблем не возникнет. Так, мои хорошие, ну переходим к главному знаку, это вот он, этот орел, который вверх, ястреб, орел, ну кому как видно, мчится вверх. Мчится вверх, не видит никаких преград. Значит, у вас взлет, мощнейший взлет на этой неделе. Но помните, что орлы, ястреби, кем бы они ни были, это хищные птицы. Эти птицы, это не голуби, нет. Птица стремительная, птица, которая далеко видит, да, резкая, и она охотник. Вот. Если вы в себе будете сочетать эти качества, качество орла либо ястреба, поверьте, вы сможете добиться того, ну, я не знаю, за последние несколько лет, да, чего не добивались. Все в ваших руках. Возможности у вас будут. Здесь у вас идут две возможности и один человек. Это то, где вы сможете одержать верх. Вы, возможно, одержите верх над человеком, либо над двумя ситуациями. Либо выберете что-то для себя оптимальное. В любом случае, не упустите этот шанс, поверьте, не упустите. Здесь можно получить все и сразу, но нужно быть очень активным и действенным человеком. И по небу летать и стремительно добывать себе добычу, да, это особое умение. Но я так, знаете, думаю, что каждый человек на самом деле умеет и может, даже каким бы он там одуванчиком не был, все равно сила духа, она у всех есть, и у всех она приблизительно равная. Кто-то прокачался, кто-то на первых ступенях, неважно. Важно то, что это заложено в каждом человеке, и рано или поздно зов крови берет свое. Мои хорошие, ничего не бойтесь и знайте, что вы не для кого-то стараетесь, вы для себя стараетесь, для своего будущего, для своего счастья. А что значит будущее? Что значит ваше счастье? Это значит то, что вы, будучи счастливым человеком, поделитесь со своими близкими. Вот, так что тут все взаимосвязано. Вперед, вперед к победам. На самом деле я вижу, что вот две ситуации вы одолеете. Одна покрупнее, другая поменьше. Либо это два дела. Вы справитесь, вот прям свое получите, и прям тепло и хорошо на душе будет. Так, по поводу денег, вот я еще не сказала, да. На самом деле я не вижу тут каких-то крупных денег. Но вот если здесь вы сможете справиться, да, когда будут что-то ужимать, либо недоплачивать, все будет замечательно, вы свое получите. То есть выйдете и при монетке, и победителем. Это первый момент. И второй момент. Я не вижу у вас тут каких-то колоссальных трат. Здесь основные траты, да, ежедневные, какие вы выполняете вот рутинно. Вот. По поводу, будет ли кто-то домой приносить денег, я тоже не вижу. Либо все в обычном режиме, либо каких-то пополнений бюджета на этой неделе у вас тут не предусмотрено. Будете ли вы бедствовать, голодать? Нет, не будете. Еда будет, удовольствие даже у вас будет, что даже себе позволите. Но это больше как духовная пища. Возможно, пойдете куда-нибудь в парк погуляете, там на каруселях покатаетесь. Возможно, пойдете в театр, в цирк, в какое-то мероприятие. Потому что здесь у вас все-таки выходят какие-то большие светлые дома, да, здания, и они вот украшены какими-то фейерверками. То есть это развлечение. То есть это не будет там походом прям в ресторан какой-нибудь там мишленовский, дорогущий. Нет. Ну, чем-то себя порадуйте, чем-то себя поразвлекаете. Так, и еще по поводу дорог. Я не вижу здесь каких-то очень серьезных, длительных, продолжительных дорог. Не вижу каких-то проблем, кроме вот нога и вот этот человечек с ружьем. В принципе, все как всегда, все как всегда. Вот, бояться тут особо нечего. Все, что вышло, с этим вы сможете справиться. Причем справиться на пятерочку. Все будет зависеть от вас и от вашего настроения. Вот если вы в себя вложите эту программу, что я птица гордая, и я сокол, летаю выше туч, поверьте, неделя на одном дыхании у вас пройдет. И причем вот везде, куда бы вы там ни пошли, с кем бы вы ни общались, вы будете на высоте. То есть там, где вы,
до вас не дотянуться и не добраться. И это будет чувствоваться не только в том, как вы себя ведете, не только в том, что вы говорите. Вы это будете чувствовать внутри себя. А это самое главное, внутренняя мотивация. Это то, чем вас высшие силы на эту неделю наградят. То есть появятся и силы, и появятся возможности. Мои хорошие, на этом все. Так, теперь у нас обряд. У нас 7-я неделя, это окончание. Что мы будем делать? Вам нужна пачка соли. Пачка, банка, коробка. Пойдите, обязательно купите соль новую, не начатая. Вам нужна не начатая коробка, либо пачка, в чем вы соль приобретаете. Соль может быть любой, пищевой, может быть там для ванной. Абсолютно любая, но желательно, чтобы она была белая. А нам цветная не нужна. Вот. Так что приобретаете пачку соли в понедельник, либо с утра, в 7 утра, либо потом в полдень. Вы эту пачку раскрываете, полностью все высыпаете на тарелочку, на блюдце, вот что найдете. Вот, высыпаете туда соль, говорите определенный заговор и ложите все свои 7 монеток. Какой заговор, я напишу вам ниже под видео. И пусть ваши монетки на этой соли полежат 7 часов. 7. Если вы пропустили время, либо там не запомнили, да, во сколько вы положили, либо опоздали снять монетки, старайтесь так, чтобы вы успели до захода солнца. Это очень важно. Ваши монетки на соли полежали. Вы эти монетки чистите и собираете. 6 монеток вы прячете в укромное место так, чтобы их никто никогда руками не трогал. Найдите такое место, где вы можете хранить ваши монетки. Это уже не важно, будут ваши вещи, там просто какое-то место. Если есть сейф, положите в сейф. Главное, чтобы руками никто не трогал. Вы можете даже к мешочку, в котором храните, написать бумажку, да, руками не трогать. Не лезь, убьет. Вот, что-нибудь такое придумайте, чтобы никто никогда не трогал. Одну монетку вы оставляете и всегда носите с собой. Хотите в кошельке носите, но тогда пометьте ее, чтобы вы ее случайно не потратили. Хотите, сделайте из нее амулетик, да, там дырочку можно просверлить и носить на себе. Вот что хотите, то и делайте. Носите всегда с собой. Наш ритуал будет считаться законченным. Тем самым вы, сделав все действия, которые я сказала, да, привлечете в свою жизнь 7 лет богатства, 7 лет благополучия. Как это будет работать? Это будет работать по нарастающей. Нарастать будет, да, с каждым новым месяцем будет становиться все лучше, лучше, лучше. По крайней мере, нужды, бедности, горести и прочего вы не познаете. Ну, опять же таки, полагайтесь на себя. Будьте человеком активным, будьте человеком здравомыслящим, но при этом не отрицайте себя, не отрицайте своих способностей и не отрицайте своего будущего. И все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.